Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 2 апреля. Смотрим мы по жеребьевке, выбираем колоду, смотрю я все знаки в одном видео, начиная от овнов до рыбок, все в одном видео. Внизу под видео в описании есть тайм-коды, можете сразу перекручивать на свой знак. Ну или я выкладываю картинку, можете просто по своей картинке ориентироваться. Так, ну что, выбираем, смотрим, что нам сегодня здесь. Так, смотрим. Пасьянс цыганский. Многими любимый. Цыганский пасьянс. Хотя вот я сделала на индийском, тоже многие написали, что индийский тоже нравится. Так, смотрим. Цыганский пасьянс. Овны. 2 апреля. Покажите мне события дня. События дня, какие будут у овнов во вторник. Угу. Так, вмещаться я не буду, поэтому будем делать перестановку. События в доме. Неприятность. Надежда. Застолье. События с застольем. Так, и, конечно же, горизонталь, вертикаль. Конверт сразу вижу. Новости. Нерешенный вопрос тоже вижу. Цепочка. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет. Цыпленка нельзя. Нет, нет. Ну, здесь нет карты, не можем проверить с вами. Получается, у вас выпадает событие в семье. Будет в этот день в доме. Может быть, в родне еще. Неприятность надежды. То есть, возможно, произойдет какая-то неприятность, и будет надежда на то, что вот она как-то разрешится. Застолье. Новости или получение. Еще конвертик – это получение. Получение документа, справки может быть. И нерешенный вопрос. Вот может быть, конечно, нерешенный вопрос для вас и будет неприятностью. Тут сложно сказать. Но вопрос какой-то не решится во вторник у вас, к сожалению. Ножницы, видите, далеко друг от друга. Благодарю за внимание, овны. И я перехожу дальше к тельцам. Перехожу. Так, тельцы. Смотрим теперь, что у вас. 2 апреля. 2 апреля, вторник, события дня, тельцы. Надежда. Застолье. 2 событие. И проверяем горизонталь, вертикаль, конечно же. Нет,
Нет, нет. Нет, нет, нет. Да, кстати, вот смотрите, два события. Доказательство того, что в пассиансах тоже выпадает мало событий. Не всегда в пассиансах там по 80 событий. Чаще это 2, 3, 4, 5 максимум. Там до 6. А то мне пишут, что вот в пассиансах много событий, а в других колодах мало. Вот, пожалуйста, два события у тельцов. Первое – это надежда какая-то на вторник, на что-то надеетесь. И застолье, может быть. Ну, где-то хорошо посидите, поужинаете, может быть, пригласят на день рождения и так далее. У вас много событий выпало или через карту, или по диагонали. Тут, в принципе, много. Ну, значит, они не должны были выпасть. Благодарю за внимание, тельцы. Я перехожу к близнецам. Угу. Карточка сдвинулась. Так, близняшки. Смотрим. Близнецы, 2 апреля. О, возможно, вам будет мешать, шумы будут. Слезы. Скользкое дело, рыба. Друзья. Прибыль. Деньги. Смотрите, скользкое дело и деньги. Очень плохое сочетание. Ссора. Дорога. Ну, тут и змея, в принципе, есть, и дорога. Смотря что вы увидели. Я дорогу. Поэтому оставляю ее. Конверт нельзя. Месяц. Чемодан по вертикали. Чемоданчик. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Значит, у вас будут слезы в этот день и скользкое дело. То есть вас могут втянуть в какую-то махинацию, связанную с финансами. Так что будьте осторожны. Слезы, общение с друзьями, финансовые поступления, дорога, временная разлука, расставание, события, которые повторяются каждый месяц. Ну, возможно, это вот поступление. Ссора, какие-то события, связанные с деньгами, ситуации, даже я бы сказала ситуации, ну и скользкое дело. Так что много предупреждений для вас на этот день. Благодарю за внимание и перехожу к ракам. Раки. Покажите мне события для раков. 2 апреля, вторник. Неприятность. Первое событие у вас, предупреждение на вторник. Змея, общение. Дерево.
Удачу нельзя. Такое ощущение, что здесь что-то есть, но я не вижу. Подарок. Приглашение, подарки. Здесь был цыпленок. Я чувствую, что здесь вот что-то есть. И думала, что я здесь пропустила. Так, смотрим теперь, что у нас здесь. Нерешенный вопрос. Здесь нет, нет. Чемодан. Чемодан. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрим. У вас выходит неприятность во вторник. Поэтому... Ну, и смотрите, нерешенный вопрос. Может быть, это она и есть, это неприятность, то, что какой-то вопрос не решится. Но может быть и разные события. Кроме нерешенного вопроса будет еще и неприятность. Или из-за неприятности не решится какой-то вопрос. Дальше, змея. Кто-то может, ну, на вас, скажем так, нашипеть, сделать какое-то замечание, покритиковать вас, потом будьте к этому готовы. Дальше будет приглашение, подарки, общение с семьей, с детьми в этот день и, возможно, временная разлука, расставание с кем-то. Такие события для вас, раки. Благодарю за внимание, перехожу ко львам. Лёшки. Лёшки, 2 апреля. Вторник. События дня для львов. Покажите мне. Книга у вас выпадает первым событием. Это посещение госучреждения, казенного дома. Неприятность. Какой-то, вы знаете, день неприятностей будет. Вторник. Через знак выпадает эта неприятность. Якорь. Остановка, точка, невозможность двигаться. Потому что якорь он всегда держит. То есть какая-то неприятность будет вас держать на одном месте. Ключик. Ну, ключ хорошо. Ключ показывает, что, в принципе, вы можете решить любую проблему в этот день. Все в ваших руках. События в доме, в семье. Обман, маска. Кто-то может быть двуличным в этот день. Угу. Так, и здесь нет. Смотрим здесь. Нет совпадений. Получается, значит, посещение госучреждения. Все в ваших руках. Как захотите, так и будет. Или если что-то случилось, типа неприятности, то в ваших руках это все исправить, избавиться от этой неприятности. Якорь. Остановка где-то надолго. Может быть в казенном доме, может быть дома. Событие, может быть какое-то в семье. И обман, маска. Поэтому для вас, вот видите, 3 предупреждения. Обман, вас могут обмануть. Люди одевают на себя маски, прикидываются там другими людьми. Поэтому будьте осторожны. Неприятность и якорь. Вот это 3 предупреждения для вас. Благодарю за внимание и перехожу я к девам. Смотрим девы.
2 апреля. Девы. Шарики. Чувствую, что что-то пропустила. Успех. Свидание. Застолье. Пустые разговоры. Ну, это может быть за столом пустые разговоры. Маска, обман. Якорь. Цветочек, исполнение желания. У вас такие есть и классные события, но есть и негативные. Конверт нельзя, и здесь нельзя. Получается, из плюсов у вас выпала хорошая новость, у вас выпал успех в делах, свидание, приятная встреча, застолье, пустые разговоры, болтовня, исполнение желания. Ну и якорь, в принципе, он просто показывает, что вы где-то долго будете, ну, на свидании будете долго. Но и выпало одно предупреждение, маска, обман. Вас могут обмануть в этот день, поэтому будьте начеку. Маски, да, то есть люди одевают на себя маску, прикидываются другом, хорошим человеком, порядочным продавцом, а потом оказывается, что это все обман. Так что, девы, будьте начеку, постарайтесь избежать обмана. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к весам. Переходим к весам, но почему-то у меня здесь следующие... Ага, вот, поменялись местами. Скорпион с весами. Весы. Скорпионы сильно хотят прогноз. Впереди весов лежали. Весы. 2 апреля. 2 апреля, вторник, события дня. Слезы. Дорога. Победа. Мешок с деньгами. Тут нет. Смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Колокольчик нельзя. Здесь нет, и здесь не вижу. 4 события у вас получается во вторник. Первое событие показывает, что могут быть слезы. Ну, слушайте, события хорошие, возможно, это будут слезы радости. Потому что, смотрите, дорога, хорошее событие, куда-то поедете. Победа.
Однозначно хорошее событие, если у вас, например, суд в этот день, какой-то конкурс, экзамен, там, ну, какие-то, может быть, там разговор с начальником, да, то есть это событие всегда показывает, что вас ждет хороший результат. И деньги, ну, деньги здесь просто операции с финансами. Если сундук всегда показывает доход, вот по сундуку доход идет, то по мешочку могут быть и плюс, и минус, то есть могут быть и расходы в этот день. Так что вот так. Слезы непонятно от чего у вас. Может быть, слезы радости от победы. Благодарю за внимание. Весы, перехожу к скорпионам. Так. Что у меня тут за бардак уже? Одни так, другие так. Скорпионы. Скорпиончики, 2 апреля. Угу. 2 апреля, вторник, события дня. Покажите мне. Застолье. Интересно тоже, еще у многих знаков застолье выпадает во вторник. И тут могла быть еще метла. Ну, я первый бокал видела, оставляю его. Если вы увидели метлу, тогда у вас ссора проиграется. Домик, события. И у многих тоже этот домик выпадает. События с каким-то праздником. Хотя вроде бы 2 апреля, никаких праздников. И неприятность тоже. Вот я проследила, вы уже 8-й знак. У очень многих выпало застолье и неприятность. Хорошие новости. Новости. Будет что отметить. Какие-то хорошие новости будут. Финансовые поступления. Прибыль. Казенный дом. Казенный дом. Колокольчик нельзя. Здесь нет, здесь нет. Получается, у вас в этот день будет событие с застольем. Дальше будут хорошие новости. Посещение госучреждения, получение дохода. Может быть, это банк. И вот единственный негатив – это неприятность. То есть какая-то неприятность. Но у меня такое, знаете, впечатление, что вот у многих знаков выпадает все хорошо и неприятность. То ли какая-то масштабная неприятность, может быть. Не знаю, как это проиграется. Но вроде как все хорошо-хорошо, и на тебе это расческа, непонятно. Сбоку припеку. Ну, посмотрим, в общем, во вторник. Благодарю за внимание, скорпиончик, как это проиграется. Смотрим дальше стрельцов. Второе апреля. Стрельцы, вторник, события дня. Успех. В работе, в делах вас ждет венок победителя лавровый. Новость. Новость, скорее всего, в электронном виде будет. Событие, которое повторяется каждый месяц, имеет цикличность. Общение с друзьями.
Кстати, еще может быть, друг напишет вам о какой-то новости. Гости. Колокольчик — это пустые разговоры. Могут быть, ну, понятно, с друзьями. Общение. Гости, общение, друзья. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, у вас будет успех в делах в этот день. Придут какие-то новости, гости будут, общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня. И также будет событие, которое повторяется постоянно, имеет какую-то цикличность. Это может быть 10 дней, 20 дней, месяц, 3 месяца. Тут период может быть, в принципе, разный, но это постоянно происходит. Ну, чаще всего это, конечно, события именно каждый месяц. Но иногда бывают исключения. Так что вот такой день у вас плохих событий не выпало. Стрельцы. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к козерожкам. Козероги. Поехали, смотрим. Козероги, 2 апреля. События дня, вторник. Змея, 1. Казенный дом. Может быть, в казенном доме, в госучреждении какая-то змея вам попадется. Конфликт. Ну, вы явно терпеть не будете эту змею. Сразу поругаетесь. Друзья, сердце. Общение с друзьями, подружками. И еще есть лебедь, верность. Так, что получается? Значит, получается, что вы будете посещать госучреждения в этот день. И, возможно, там попадете на какую-то змею. Ну, в отличие от других, вы терпеть не будете, да, ее какую-то критику или замечание. А, скорее всего, найдете, что ответить по конфликту. Ну, завяжется конфликт. Там, где, знаете, там, где другие кротко закроют дверь и промолчат, вы молчать не станете. Вы найдете, что ответить. И, значит, еще у вас будут гармоничные отношения в паре и будет общение с друзьями. То есть из минуса у вас получается только конфликт и змея. Ну так. Ну, в принципе, опять же, этого события можно избежать, можно закрыть глаза и да, вот как бы проигнорировать, не поругаться. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Смотрим, Водолеи. Второе апреля. Водолеи, смотрим, что у вас. Прибыль сразу же выпадает, первое событие, сундук.
у вас будет увеличение дохода во вторник. Цыпленок – это общение с семьей, с детьми. Разочарование, печаль может быть. Непонятно только из-за чего. Вы будете опечалены. Дорога. Потому что я здесь не вижу причин для печали. Тайная встреча, тайное свидание. Месяц нельзя. Нет, нет. Нет и нет. Получается 5 событий. Первое событие показывает, что у вас будут финансовые поступления в этот день. У вас будет поездка, общение с семьей, с детками, такая семейная жизнь, семейная идиллия, тайная встреча и глубокое разочарование в этот день. Ну, как бы я здесь причины не вижу, из-за чего это у вас будет. Но показывает, что будет. Вот такая история для вас, водолеи. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Так, рыбки. Смотрим, остались события для вас. 2 апреля, вторник. События дня. Да что такое? Падают и падают. Рыбки, 2 апреля, вторник, события дня. Смотрим. Уже дорога выпадет. Сразу на первой карте половинка дороги. Свидание у вас может быть. То ли спешка на свидание будет. Обычно, когда карты падают, мы или куда-то едем, или сильно спешим. Удача. Удача. Вы, кстати, единственный, по-моему, знак, кому выпала удача. Везунчики вы у нас будете во вторник из всех. Дорога, видите? Если бы карты эти поменялись местами, была бы дорога. Такое ощущение, что как будто дороге что-то помешает. Вот тут 2 варианта. Смотрите, можно соединить и прибыль в сундук, или победу. Но я первую победу видела, поэтому оставляю ее. Верность. Открытие, какой-то тайный секрет. Ага, смотрите, ожидание еще есть, корабль. Надежда. Подсвечник. Болезнь. И здесь нет. Получается, в этот день у вас все хорошо будет в личной жизни. Смотрите, верность выпала и свидание. Приятная встреча с любимым человеком. Подсвечник может показывать романтику. Дальше, значит, открытие тайн секретов, удача, везение, победа в работе, в делах. А из минусов ожидание, долгое и нудное у вас может быть, и, возможно, ухудшение самочувствия в этот день. Или могут быть, допустим, какие-то планы
на лечение на вторник, ну, там записались к врачу, записались там сделать какой-то УЗИ, анализы сдать, то вот тогда тоже череп выпадает, показывает, что мы занимаемся своим здоровьем. Ну вот, такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.